أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Субхану ва Тааля определил нашу жизнь в этом мире как испытание и сказал, что жизнь в этом мире – это испытание. Что посеете в этой жизни, то и пожнете в будущей жизни. И определил нам срок пребывания. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране: «Аш-шамсу валь-камару би-хусбан». То есть и солнце, и луна вам для определения времени. Сколько вы прожили, сколько осталось. За прожитые, если были недостатки, грехи и ошибки, вы должны покаяться и стремиться к лучшему в будущей жизни. Стремиться. Определил Аллах Субхану ва Тааля время как год, как месяцы, как недели, как дни, как часы, как минуты, как секунды. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что «Я создал вам это время в виде года и определил их 12 месяцами». Среди них, среди этих 12 месяцев, Аллах Субхану ва Тааля определил нам господина этих месяцев, месяц Рамазан. Слава Аллаху, через несколько дней наступит ураза, Рамазан. Величайшее время, месяц Корана, месяц изучения наук, месяц принятия Аллахом наших молитв, мольбы, наших дуа. И ниспосылает в этом месяце Аллах Субхану ва Тааля всю свою милость и всю свою благодать. Аллах Субхану ва Тааля нам определил, говоря, что «Кутиба алейкумус сиям». Для вас предписан фарз держать уразу во время Рамазана, поститься, сиям. Аллах Субхану ва Тааля нам дал это как в милость. Целый год мы как-то были в беспечности. И Аллах Субхану ва Тааля нам говорит: «О, мои рабы, соберитесь». И в этом месяце, в котором все вознаграждается 70-кратно, поклоняйтесь мне. И самое основное поклонение ваше – это пост, саум, ураза, месяц Рамазан. Всех нас волнует это время, потому что мы все готовимся и стремимся воздержаться от пищи, еды, питья, от близости к своим халялям, то есть к своим тем, которым суженым, и воздержание от злословия, от сплетен. Месяц взаимопомощи, месяц благодарности Аллаху, месяц истигфара, месяц прощения. Аллах Субхану ва Тааля определил этот месяц и разделил его на 3, говорит Мухаммад ﷺ. Первые 10 дней – это милость Аллаха. Вторые 10 дней – это прощение Аллаха, дни магфирата. И третий десяток – это уберегание нас от огня. То есть Аллах уберегает нас от огня. Если мы полностью от начала и до конца сможем провести Рамазан, постясь, держа уразу, то Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я для вас открою ворота рая. Они называются раян. И через эти ворота входят в рай только те, которые держали уразу во время Рамазана. Еще очень большое беспокойство в сердцах верующих то, что сможем ли мы собраться в мечетях, как предыдущие годы, для совершения таравих намаза, для того, чтобы совершить ифтары, разговляться. Прекрасные времена, потому что джамаат. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан», держитесь за веру Аллаха, то есть за Коран, за религию ислам,
сообща, вместе. Фасаллю, и читайте, простаивайте молитвы вместе, обращается ко всем к нам. Аллах Субхану ва Тааля говорит акиму во множественном числе для джамаата. Да, сегодня произошли трудности, появилась болезнь, и сейчас время, когда мы изолировались друг от друга, и мечети остались пустыми. И как бы мы беспокоимся за это, как бы мы не беспокоились за это, мы не сможем что-то изменить, пока Аллах Субхану ва Тааля не разрешит этот вопрос, это испытание. Аллах Субхану ва Тааля разрешит это, если мы будем обращаться к Нему сообща, вместе. Так давайте же, я обращаюсь ко всем мусульманам, ко всем, без исключения. Те, которые могут читать Коран, давайте начнем чтение хатмов с сегодняшнего дня до первого таравиха. И первый таравих будем молить Аллаха и просить Его, чтобы Он собрал нас вместе всех в мечетях, на ифтарах. Если кто-то не может полностью прочитать Коран, то есть очень хорошая сура, с которой мы постоянно обращаемся к Аллаху. Это сура Аль-Фатх. И давайте прочитывать все вместе по 7 раз в день сура Аль-Фатх. Если кто-то не может, прочитаем хотя бы 3 раза в день. Если кому трудно и так, то давайте хотя бы 1 раз в день. И побольше совершать тахлили. Тахлиль – это «Ла иляха илляллах». Повторяем зикры «Ла иляха илляллах», потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Инна афдала зикри аннаху ла иляха илляллах». Побольше совершать тахлили. Если есть возможность, побольше читаем суру Ар-Рахман. То, что создано на земле, это все мое. Что же вы хотите? Почему же вы отрицаете некоторые из моих знамений, некоторые из моих милостей? О, мои рабы, говорит Аллах. И в ответ в Торе, что мы все признаем у Аллаха, мы читаем многократно сура Аль-Рахман. Если кто-то не под силу, если кто-то не может прочесть эти суры, то хотя бы в день многократно, насколько мы можем, прочитывать нужно сура Аль-Фатиха и 3 сура Ихлас. И просить Аллаха. Особенно вставать на тахаджуды. Давайте все вместе начнем вставать на тахаджуды и слезно просить Аллаха, чтобы Аллах Субхану ва Тааля разрешил эту проблему нашу. Потому что иначе невозможно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Удгуни астаджиб лакум». Я отвечу на ваши мольбы, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И, инша Аллах Тааля, мы пройдем это испытание. Это испытание на наше терпение. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Инна Аллах на ас-сабирин». Аллах с терпеливыми, Он рядом с ними. О Аллах, дай нам терпение, дай нам сабр, говорим мы сейчас, и открой двери своей милости и милосердия. И сделай так, чтобы мусульмане сообща, вместе, особенно в этот священный месяц Рамазан, молились вместе, просили Тебя, совершали поклоны и совершали свои ибадаты, поклонения. И Аллах, сделай так, чтобы и праздники Гайдуль-Фитр и Гайдуль-Идха мы были вместе. Аллах Субхану ва Тааля ответит нам на наши мольбы, иншаллах Тааля. И всегда мы просим: Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.